Покушение на лидера Ингушетии. Сегодня утром в кортеж Мурата Зязикова врезался автомобиль, начиненный взрывчаткой. За рулем сидел смертник. Полагают, что даже не один, а их было двое. От машины ничего не осталось. По сведениям ИТАРТАСС пострадали 6 человек, в том числе 9-летний мальчик. Все они доставлены в больницу. Сам Зязиков отделался легкими ранениями. Его спас бронированный автомобиль. Из Назрани передают наши корреспонденты. По уточненным данным, в автомобиле «Жигули» 7-й модели находился террорист-смертник. Президент получил легкие ранения, ему оказана необходимая помощь, и сейчас он находится дома. Ранено 6 человек из числа охраны Мурата Зязикова, все они госпитализированы. По данным следствия, «семерка» была начинена 100 килограммами взрывчатки. Взрыв был такой силы, что с крыш соседних домов посыпался шифер, вылетели окна. Семья Оздоевых осталась в полном смысле, без крыши над головой, почти без стен. Хозяйка все еще находится в шоке, до сих пор не может понять, каким образом в ее кармане оказались покорежные осколки. Глава семейства чудом остался жив. Делали ли это рук террористов, боевиков, ведут ли их следы в Чечню, покажет следствие. Но уже никто не сомневается, это преступление не что иное, как попытка некоторых сил дестабилизировать ситуацию в республике. Сделано это теми людьми, которым не нравятся позитивные перемены, которые происходят на сегодняшний день в республике, которым не нравится мирное развитие Ингушетии, которые хотели бы дестабилизировать здесь ситуацию. Я думаю, Ингушетия мирно развивалась, развивается и, уверен, будет развиваться впредь. Ольга Кирь, Вячеслав Себелюс и Виктор Ангелов. Первый канал. Ингушетия.